эфире программа «Посредник». Обсудим показатели прошлого года по собираемости налогов, проблемы Министерства по налогам и сборам и планы на будущее с министром Михаилом Габелия. Здравствуйте, Михаил Валерьевич. Добрый день. Добрый день. Итоги полугодия недавно ваше ведомство подводило, отчитывалось. И вот в этой связи интересно, насколько улучшилась или ухудшилась собираемость налогов, вот если сравнивать, допустим, с предыдущими какими-то периодами, может быть, прошлого года или даже ранее. Что бы вы сказали? Общая ваша оценка. По итогам поступлений налогов, что я хочу сказать, за первое полугодие 2023 года ситуация идет в лучшую сторону. Позвольте данные, цифры назову. По результатам работы за первое полугодие 2023 года общий объем налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, поступивших в государственный бюджет, составило 1 миллиард 893 723 и 9 тысяч рублей. При плане 1 миллиард 463 680 и 7 тысяч рублей. То есть там какое-то перевыполнение? Есть да, выполнение у нас получилось 129%, в суммарном выражении 430 миллионов 043 тысячи рублей. Я изначально спросила, как это в сравнении с прошлыми годами, да, как вот вы оцениваете, вот лично ваша оценка того, вот этих результатов? В сравнении с 2022 годом, первое полугодие 2022 года, динамика составила 123%. Это в суммарном выражении 351 629 и 9 тысяч рублей. По данным результатам могу сказать следующее. Вот на сегодняшний день курортный сезон в Абхазии не совсем удался по сравнению с прошлым годом. Но результаты на сегодняшний день, показатели неплохие. Ну вот более чем на 100%, да? Да, 123%. 123% больше того, что предполагалось. Вы могли бы сказать, за счет чего в основном это? Первое, что хотелось бы отметить, это предприниматели. Налоговая дисциплина улучшилась. Контроль, налоговые органы усилили контроль. Работа ведется у нас в этом направлении, как вам сказать, проводятся инвентаризации. Ну, какие-то внутренние перестройки, да. Но у меня сейчас... Главы районов помогают. Если говорить непосредственно, вот вы упомянули предприниматели, вот что именно вы имеете в виду? Предприниматели стали больше платить, лучше платить, или их предприятий больше стало? Что именно? Нет, вопрос не в том, что больше стало, но увеличение идет, конечно, в положительную сторону, конечно, идет, ситуация улучшается, но дисциплина в плане того, что предприниматели начали вовремя сдавать отчетность, понимая, что налоговые органы блокируют им счета определенные. Я спросила о том, что больше ли стало предприятий. Вот в этом плане, что бы вы могли сказать? Если больше, то значительно, незначительно. И в какой сфере, возможно, эти предприятия? В курортной сфере, да, идет увеличение. Приблизительно могу сказать, где-то 15%. Вот в курортной сфере увеличение идет. Это объекты санаторно-курортного, малые частные гостиницы, рестораны, кафе открываются. 15%, да, идет увеличение. И люди начали понимать, что налоги надо платить, ежемесячно сдается отчетность. Ситуация в этом направлении улучшается. Это в этом году, да, вы почувствовали, что есть приток новых предприятий, скажем так? Да. Как вам сказать? Какая-то стабильность, наверное, и приток отдыхающих идет. Понятно, хорошо. Да. Что касается города Сухум, основные кто налогоплательщики? Остались те же, или кто-то к ним добавился, или кто-то выбыл из этого строя? Вот было бы интересно. Потом поговорим по районам. По городу Сухум, именно касаемо крупных налогоплательщиков, пока ситуация та же. Это Аквафон, Винзавод, Мобайл, в основном те же объекты. А так увеличение в объектах идет, много строек. Если вы заметили, в городе санаторий МВО восстанавливается. Ситуация улучшается, и в будущем будут объекты, и активность будет лучше. Размер налоговых платежей вот от этих предприятий, они не меняются одинаково или все-таки... Так, естественно, увеличение идет по сравнению с 2022 годом.
у этих предприятий, Да. Если брать картину по районам, кто у нас в лидерах, кому остается, куда стремиться, скажем так, да? Вообще, какова ситуация по районам? По районам я могу сказать следующее. Если говорить о лидерах, в процентном соотношении у нас лидер Гагрский район. Выполнение 194%. Ну, это ожидаемо, логично. При плане 262 миллиона 836 тысяч рублей. По факту собрали 509 688 рублей. Динамика по сравнению с прошлым годом 114%. Вторым идет Сухумский район, 135%. Это при плане 54 969,1 тысячи рублей. Факт 73 миллиона 993,8 тысяч рублей. Вот интересно, за счет чего там? У них же забрали duty free. Да, но плановые показатели уменьшились, естественно. За счет этого они вышли вперед. Да. Хитро. Да. Но, тем не менее, если брать основные источники, скажем так, налогов, что там по районам, в Сухумском, например, районе? В Сухумском районе у нас Хастop, Азид, вот есть там. Вот эти предприятия, да. Понятно. Что касается других районов, Ачимчирский, Ворчалский, у нас проблема, дотационные районы, понятно. Да, у нас Гудаутский. проблема в Ачимчирском районе. При плане 121 миллион рублей, по факту собрали 50 миллионов 686,9 миллионов рублей, это 42%. Это очень большая цифра. Да. Чем это объясняется? Это у нас проблема с рыбными предприятиями, сезона не было и, естественно, поступления не было. А вообще, мне просто вот интересно, если предприятие не работало в силу того, что вот такие причины, да, были достаточно веские, сумма налогов у них остается та же, которую они должны выплачивать? Я сейчас не могу понять вопроса, но смотрите, план, вы имеете в виду плановые показатели, да? При формировании плана определенная сумма есть, но по факту это уже... То есть будете пересматривать эту ситуацию потом? Это на следующий год будем учитывать. Сейчас пересматривать, вы имеете в виду в уменьшении? Нет, по факту невыполнение плана идет. Что касается остальных районов? По Ткварчальскому району ситуация неплохая, 111%. Это при плане 16 миллионов 673,3 миллиона рублей. По факту поступило 18 миллионов 448,3 миллиона рублей. А основные источники там поступления налоговых платежей? Там, чтобы сказать, отметить какие-то крупные предприятия, в основном индивидуальные предприниматели, мелкий бизнес. Основное поступление – это долги. Да. За счет возвращения долгов? Да. Понятно. Михаил Валерьевич, вы назвали Сухумские вот по полугоду? По районам прошли? Город Сухум? Да. Город Сухум, по-моему, не По-моему, назвал. не назвали, Сухумский район. По городу Сухум при плане 829 996,8 тысяч рублей. Факт поступления 1 миллиард 13 264,3 тысячи рублей. Это план 122%, динамика 121% по сравнению с прошлым годом. Что касается там Гудаутского района, Галского района, какая там картина? По Гудаутскому району ситуация неплохая, 126% выполнения. При плане 111 миллионов 885,8 тысяч рублей. Факт поступления 140 миллионов 966,2 тысячи рублей. А там за счет чего? Там тоже туристические предприятия, и объекты? Естественно, да. Рыцинский заповедник, Новоафонская пещера. В этом году, может, вы слушали отчет начальника налоговой инспекции о том, что Рыцинский национальный парк, посещаемость уменьшилась. Но цифры пока держим. Это, видимо, за счет погоды, за счет того, что сезон позже, и вообще, по-моему, меньше туристов. Я сейчас не берусь точно утверждать, но многие пока говорят. мы не анализировали так конкретности ситуацию, но ситуация похуже, чем в прошлом году. Именно в плане отдыхающих. Гал? По Гальскому району тоже там сейчас сказать, что там крупные предприятия, но в основном там на земельный налог поступление идет. И индивидуальные предприниматели, сейчас конкретно какая-то организация крупная, там такого у нас нет. Могли бы вы сказать, вообще, много ли неплательщиков, скажем так, или должников? Есть эта проблема с неплательщиками. Ситуация улучшается. Работаем над этим.
В этом нам помогают силовые органы, это прокуратура, служба судебных приставов. Материалы, практически все материалы должников, там свыше года у кого долги, мы переданы в службу судебных приставов. Злостные неплательщики передаются в прокуратуру. В этом году, в 2023 году, по службе судебных приставов поступило 43 миллиона долгов возвращено. Да, взыскано. Так что работа ведется в этом направлении. И стараемся делать так, чтобы работать с людьми, разговариваем, вызываем. А вообще... В основном это старые предприятия, есть кто не прошел перерегистрацию. И работа ведется в этом направлении. А вообще сложно взыскивать долги? Много ли приходится людям объяснять? Много ли они свои доводы приводят? Говорят о том-то, не получилось так-то, мы попозже и так далее, так далее. Такая ситуация насколько распространена? И насколько, кстати, налоговая может идти навстречу в этих ситуациях, а когда она не может? Я вам скажу так, именно касаемо долгов, естественно, люди обращаются, просят графики, мы идем навстречу, составляются графики, но материалы вместе с графиком передаются в службу судебных приставов, там они уже по графику оплачивают, есть кто по графику оплачивает, есть кто не платит, с ними тоже ведется работа. Это сложный, на самом деле, сложный процесс, его сейчас объяснить очень так трудно. У нас создано в этом году с 1 января 2023 года управление, именно которое занимается долгами. И ребята работают, и пока новое управление, но уже есть результаты. Да? А как оно называется? Управление по недоимкам. Вообще, если говорить о собираемости налогов, видимо, там несколько факторов для того, чтобы эта работа проводилась эффективно. Это и чисто какое-то администрирование, о котором вы тоже упомянули уже, и, возможно, какое-то важное техническое оснащение налоговой службы. А в этом плане как обстоят дела? Как идет администрирование? Вообще, в чем оно должно заключаться с тем, чтобы это все эффективно отражалось на собираемости налогов? И насколько важен технический фактор? Технический фактор важен, администрирование. В первую очередь это прием деклараций. Сейчас Министерством по налогам и сборам есть управление информационных технологий, которое создало личный кабинет у нас на сайте Министерства по налогам и сборам, где предприниматели, кстати, по индивидуальным предпринимателям это уже работает год, где они спокойно через личный кабинет могут сдавать декларации. В этом году запустили механизм тоже личного кабинета уже по организациям. Это непосредственно сдача деклараций по НДСу. Первый месяц уже получили, ситуация неплохая. В этом направлении мы до конца года хотим, чтобы через личный кабинет все декларации, вся отчетность поступала в налоговую. Это улучшить администрирование, уйдем от ручного заполнения, потому что на сегодняшний день есть отделы анализа в районах, анализа и статистики, которые вручную это все вбивают, и это адский труд на самом деле. Мы хотим уйти от этого, чтобы ускорить этот процесс. Затем данная декларация, чем она лучше? Данная декларация обрабатывается, анализируется, мониторится. И, естественно, люди вызываются, объясняем, исправить надо. Не услышали, выходим на тематическую проверку, на документальные проверки. Работа так у нас ведется в этом направлении. Что касается налоговых деклараций, отдельный разговор, есть закон, где обязаны официальные лица, представители госструктур, представители парламента сдавать свои налоговые декларации. Да, до 1 августа у нас сдача деклараций. В этом году пока не анализировали, но я могу так сказать, что в этом году ситуация у нас лучше. Можно сказать, что все государственные органы практически уже сдали. Идет обработка этих данных, будут вноситься в базу. Затем, после 1 августа у нас прием этих деклараций прекращается. Затем ребята, естественно, все внеся в базу, начнутся проверки. Пока что идет работа по приему этих деклараций. Осталось совсем мало времени. Достаточно активно, как я понимаю. Да, активно, очень даже. Работа ведется в этом направлении. В этом году она лучше, намного лучше ситуация.
Данные будут предоставлены. Любой гражданин может посмотреть, зайти на наш сайт и увидеть любую декларацию любого чиновника. Упомянули НДС. Так. Кстати, как дела с этим? Насколько вот этот вид налога эффективно собирается? Мы знаем, что предприниматели некоторые говорят о том, что этот вид налога стоило бы его отменить, но пока что имеем, то имеем. Вот в этой связи могли бы вы сказать о том, как вот этот вид налога взимается, насколько он эффективен, или же в этом случае приходится часто идти навстречу предпринимателям? Касаемо налога на добавленную стоимость, того вопроса, что вы задали, эффективен или нет, он на самом деле эффективен, и он нужен государству. Я могу цифру назвать. По собираемости за первое полугодие у нас при плане 380 миллионов 918 тысяч рублей поступило 471 165 миллионов рублей НДСа. Это 110 динамика по сравнению с прошлым годом, 110%. Это тот вид налога, который прямо поступает в бюджет. Данный вид налога необходим государству. А вообще, как проходит работа по собираемости налогов? Насколько, во-первых, часто налоговые инспекторы приходят с тем, чтобы проверить ситуацию на предприятии и так далее? Я имею в виду плановые вещи. И бывают ли внеплановые и так далее? Вы имеете в виду проверки, да? Да, проверки. Да. Вот смотрите, какая ситуация, вот как у нас построена. Скажем так, к концу года формируется план на 2023 год, куда входят предприятия, те, которые, допустим, не проверены, 3 года, 4, определенное время не проверены. Но в течение года могут выйти и неплановые проверки, как они образовываются. Налоговая получает данные из таможенных органов, с банков, счета их. Все это анализируется. Определенные люди сидят, которые анализируют. Есть камеральное управление, которое занимается камеральными выявлениями, проверками. Затем все это формируется, пишется докладная, что вот такую-то организацию необходимо проверить. Выписывается решение. Ребята, то есть это чисто плановая работа, которую заранее делают? Да, но есть и внеплановые проверки. То, что я сейчас сказал, это внеплановые. А плановые, они в конце года формируются, 50 организаций, 100 организаций, утверждаются и... Скажите, а какие все-таки виды нарушений чаще всего встречаются? Виды нарушений у нас в основном, больше всего, это недекларирование доходов. Это доходы умышленно не указывают в декларации. Это в основном... Например? В организации выручка 20 миллионов рублей, а он указал 10. Тем самым он ушел от налогов. Кстати, какие возможности у налоговой инспекции проверить этот факт? Вообще, легко ли обмануть налогового инспектора? Ввести в заблуждение, скажем так? Нет. Допустим, вот такие вещи происходят, какие-то нарушения. Трудно ли в этом разобраться? Прежде чем выйти на эту проверку, мы анализируем. Собираются все материалы, все документы, поднимаем все их декларации, счета видим, ГТК, что завезли, все видим. Это все анализируется. Затем мы только выходим на проверку. Естественно, они предоставляют документы, и мы сравниваем, насколько это верно. Уйти от обмануть или как... Как я выразилась. Да, это такое тоже может произойти, конечно. Вот, кстати, вы говорили о том, что сейчас многое вручную делается, людям приходится забивать какие-то данные и так далее. И вот для того, чтобы автоматизировать весь процесс учета налогов, насколько важно, было совещание в Генпрокуратуре, шла речь как раз об отсутствии автоматизации налогового контроля, которая позволила бы определить обороты субъекта экономической деятельности. Поясните, именно это имеется в виду? Почему именно в прокуратуре шел этот разговор? Или были какие-то все-таки факты, на которых пришлось заострить свое внимание? В прокуратуре там речь шла не об автоматизации, а там налогового контроля, нет? Да, налогового контроля. Там вопрос стоял, вы видели, наверное, интервью о том, что
нету механизма взаимодействия между налоговой и с прокуратурой, с МВД, со службой. Кстати, да. Да, вот там вопрос Насколько важная тема. Вопрос в этом стоял. Согласно законодательству, там есть налоговые нарушения, они подпадают под уголовные. Под уголовные. Но вот процедура передачи вот налоговыми органами в прокуратуру материалы, как бы она нигде не расписана. Прокуратура – это контролирующий орган, они контролируют нас, естественно, проверяют. Но вот этого механизма нету. И генеральным прокурором было предложено соглашение создать. Работа ведется в этом направлении. И мы, как вам сказать, вот на сегодняшний день по возможности, знаете, чтобы сказать, что это уголовное дело вот налоговику, это очень кропотливая работа. Надо составить материалы и предпринимателя там отправить в прокуратуру. Для этого нужны серьезные нарушения. Мы работаем в этом направлении и какую-то часть материалов уже передаем. Совместно мы работаем. Они запросы приходят с прокуратуры, мы отправляем Пока механизма такого взаимодействия. Об этом у нас... Вы сказали, что соглашение какое-то сейчас пытаетесь создать. Идет ли уже над этим работа? Я, насколько знаю, идет, но это Генеральная прокуратура занимается. Мы еще не обговаривали, но... Понятно. И такой вопрос... Говорили о том, что много новых отелей появляется, может быть, какие-то предприятия небольшие, ЧП, ИП и так далее, да? Как вы выявляете новые налогообъекты, я понял. которые потом подлежат налогообложению? Вот это сложная задача? Да, она на самом деле сложная, но я вам так скажу, смотрите, есть налогоплательщики добросовестные, которые сами приходят в налоговую, становятся на учет. Это одна категория. Есть категория людей, которая не проходит налоговую. Мы сейчас о ней, да? Я вам так скажу. Приблизительно ситуация по городу Сухом. У нас район разбит на 12 участковых инспекторов. Эти участковые инспектора ежедневно проходят по своему участку. Смотрят, анализируют, что строится. Вот в этом направлении у нас только такой механизм найти человека, который недобросовестного. Больше его никак не найдешь. Только физически, чем и занимаются наши ребята. Это везде так? Или... По всем районам у нас разбитые участки. Нет, я имела в виду сейчас опыт других стран. Так же везде в России, сейчас этого нету. Они, видимо, когда регистрируются уже... Там чуть другая ситуация. Там у них было, они ушли от этого. Я не знаю, почему, что лучше. Но на сегодняшний день в Абхазии пока другого эффективнее работу мы не сможем найти. Потому что непосредственно надо выйти и посмотреть, кто строит, как строит. Есть для этого силы, ресурсы, специалисты? Стараемся. Есть кадры. Ребята, кадры есть. Ребята, конечно, не хватает силы, но стараемся. Работаем в этом направлении, друг друга помогаем. При необходимости объединяем с других отделов, берем ребят, едут, анализируют акты, пишут обследования. Под контролем держат. Что вы прогнозируете в следующем полугодии? Спад или подъем налогоотчислений? Как вы видите ситуацию? По результатам, которые сейчас имеем, по ситуации, по динамике, которая у нас сейчас есть, подъем, увеличение. Сейчас суммарно не могу сказать, но увеличение налогов. И ближайшие планы работы налоговой сейчас? До конца года мы должны создать в электронном виде декларации для личного кабинета все декларации, которые есть, налоговые именно, чтобы упростить работу налогоплательщикам, и тем самым администрирование будет лучше. Спасибо вам большое за эту беседу. Успехов в вашей работе. Спасибо Я вам. напомню, что у нас в эфире был министр по налогам и сборам Михаил Габелия. Говорили мы о показателях первого полугодия этого года по собираемости налогов, проблемах ведомства и планах на будущее. Спасибо большое. Спасибо. С вами был «Посредник». Диалог с властью.